кочевники. Намады. Неутомимые странники в великой степи. Цивилизации земледельцев основывали первые города, возводили крепостные стены, строили дороги и государственный аппарат. Цивилизации кочевников — это бесконечные расстояния, стойбища, тропы, суровые законы природы и жестокие, но справедливые степные порядки. Оседлым народам за крепостными стенами кочевники представлялись жестокими и непонятными варварами. В глазах же кочевников городские жители были безвольны, изнежены и сластолюбивы. Но несмотря на всю суровость и опасность степи, намад не хотел останавливаться и оседать в безопасных и сытых поселениях. Бесконечная, как океан, степь притягивала и манила, заставляя кочевать дальше, во все новые и неведомые места, где, по слухам, и трава слаще, и вода чище, и жестоких ветров меньше. И, конечно, путь к лучшим местам для намадов был труден и опасен. Но они шли и находили в благодатной степи богатые травой и водой кочевья. Останавливаясь на зимовку или на время жаркого лета, они ставили свои юрты, отпускали пастись стада, приходило время отдыха от тяжелых переходов. Это было время свадеб и праздников, когда складывались героические песни. Мастерами степи создавались уникальные предметы искусства кочевников, а также соседние кочевые племена собирались вместе на военные и политические советы. Правители и воины, представители различных родов и племен приезжали на такие советы с разных концов великой степи. И, конечно, ни один совет не обходился без состязаний лучших батыров, представляющих свой род. У каждого племени были свои игры и развлечения, но на общих состязаниях выбирались те соревнования, где джигиты могли проявить себя, показать всю свою удаль и степную смекалку, а также принимались единые правила состязаний. Мы представляем самые популярные казахские национальные игры, сохраненные в культуре с древнейших времен.